Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «В войнах». И президент Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики Юсуп Чуликов. Ну, конечно, дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о Торгово-промышленной палате Чеченской Республики. Это и так понятно, поэтому наш гость сегодня здесь, в студии программы «Отражение». Машуэл. И сразу, действительно, переходя к нашему разговору, мы с вами не встречались где-то год, да, если я не ошибаюсь? Да, около года точно. Вот давайте рассказывайте, что за этот год было, где были, что делали. Я знаю, вы были за рубежом, в командировках. Давайте рассказывайте, что, как, зачем, почему. Ждем. Ну, хотелось бы начать с того, что было проделано, да, за год и чего мы достигли. Но прежде всего хотелось бы сказать, что все-таки Торгово-промышленная палата в свое время была, скажем так, не очень развита в нашей республике. Как-то малый акцент на нее делался, хотя полномочия и ее важность, ее роль вообще в экономике республик, она важна и в стран. Да. Любая, скажем так, зарубежная миссия, которая приезжает в той или иной регион или другой регион, приезжает в соседний регион, первый вопрос бизнесменов бывает, есть ли торгово-промышленная палата в регионе. Если ее нет, это означает то, что в регионе нет бизнеса. Поэтому престиж республики – это также присутствие сильной, развитой торгово-промышленной палаты. Когда я приступил более 2 лет назад руководителем торгово-промышленной палаты, к обязанностям, говоря как есть, торгово-промышленная палата Чеченской Республики из 140 торгово-промышленных палат в России, региональных, муниципальных, была в России 140? Ну, плюс-минус, они что-то где-то муниципальные закрываются, где-то новые открываются, всего где-то эта цифра колеблется плюс-минус 140 палат. 140 есть? Есть, да. Ага, прошу. Да. И так вот, торгово-промышленная палата Чеченской Республики ходила в тройку худших палат, как бы это обидно не звучало. На сегодняшний момент мы в общем рейтинге поднялись на 70, уверенно можно сказать, на 70 строчек. Минуточку. За 2 года мы с какого места? Последние 3. С последнего поднялись? На 70. За 2 года? Да, в течение 2 лет. А если еще 2 года пройдет? Дай бог. Мы над этим работаем. Ловлю вас на слово. Прошу продолжать. Также мы были самые слабенькие по СКФО. Ага. А на сегодняшний момент, буквально месяц назад, проводили совещание торгово-промышленных палат СКФО, и по рейтингу, по количеству оказанных услуг торгово-промышленной палаты Чеченской Республики сейчас на 2-м месте, после торгово-промышленной палаты Ставропольского края. СКФО мы на 2-м месте? На 2-м. За 2 года? За 2 года. Мои аплодисменты. Продолжайте. Да. Ну, прежде всего, что бы хотелось. Когда я приступил к работе, так как была слабая вообще осведомленность о торгово-промышленной палате республики, я начал с того, что я начал ездить в регионы к своим коллегам в торгово-промышленной палате, изучать их опыт, перенимать, узнавать, как вообще это работает. Как воспринимали? Не было такого, приехал из Чеченской Республики? Нет, вы знаете, уважение к нашей республике, благодаря авторитету нашему главы республики, очень сильный. И наша республика интересна всем. Поэтому я изначально... Предвзятости не было? Нет, никакого предвзятости. Все идут навстречу, все хотят помочь. Я посетил торгово-промышленную палату Краснодарского края, посетил Ставропольскую торгово-промышленную палату, посетил руководитель Липецкой торгово-промышленной палаты, он большой друг нашей республики. У него имеется орден Ахмад Хаджи Кадырова, первого президента Алгаза Кобалдовца Чеченской Республики. И он большой друг нашей республики. Все шли навстречу, рассказывали, объясняли, как это работает и с чем это едят, скажем так, торгово-промышленная палата. Но начинали с того, что элементарно каких-то услуг для предпринимателей, да, мы не могли в полной мере оказывать. Их и сейчас очень много надо раскрыть, а тогда их не было вообще от слова. Поэтому начали готовить кадры, подготовили 2 специалистов, экспертов, которые оказывают различные услуги. Для промышленной палаты тоже нужно готовить свои кадры? Да. Да. Почему? Во-первых, основной доход торгово-промышленной палаты – это членские взносы. Но первый вопрос предприниматель, который задает, а чем вы мне помогаете?
А действительно, чем вы Да, помогаете? чем вы помогаете, чтобы я платил там ежегодный Да. членский взнос. Ну, снова же, это палка двух концов. Больше членов палаты, больше возможности осуществлять какие-то услуги для них. Нанимать юристов квалифицированных, привлекать специалистов. Да. Когда я заступил на работу, было 45 членов торгово-промышленной палаты. Сейчас нас 111. И эта цифра, дай бог, будет динамично еще расти. Так вот, подготовили специалистов. У нас 2 эксперта, которые выдают различные товароведческие сертификаты, оценка качества, дефектные акты, сертификаты происхождения товара. Также в России по 719 постановлению Минпромторга России, чтобы попасть в список, в реестр Минпромторга России, что ты отечественный производитель, эту работу проделывают торгово-промышленные палаты регионы. Вот скажем так, из 140 палат общих, российских всех, где-то около 40 работают и имеют допуск работать по 719 этому постановлению Минпромторга России. Теперь в этом году впервые в истории торгово-промышленной палаты Чеченской Республики наши 2 специалиста получили допуск работать по 719 постановлению. Более того, вообще на СКФО 6 специалистов могут работать по данному направлению. Из них 4 специалиста торгово-промышленной палаты Ставропольского края и 2 специалиста Чеченской Республики. И, то есть сейчас мы можем, условно, Ломали, вы открыли завод, и вам нужно подтверждение, что Я вы очень на это надеюсь. Дай бог. Пути Господни неисповедимы. Да. Вы открыли завод, вам надо попасть в реестр Минпромторга, что вы российский производитель. Вы все необходимые документы подаете в торгово-промышленную палату Чеченской Республики, мы их обрабатываем, готовим вам документы, которые мы потом передаем в торгово-промышленную палату России, а те уже в свою очередь Минпромторг. И вы появляетесь в реестре Минпромторга как отечественный производитель. Это вам позволяет участвовать в аукционах по 44-му ФЗ как российский производитель. Это вам помогает получать различные льготы и преференции господдержки. Так как вы всегда имеете статус российского производителя, и вы имеете приоритет перед другими импортными производителями. Вы предопределили мой этот вопрос. Смотрите, мне очень интересно то, что вы рассказываете, и у меня тут возникает такой вопрос, а какие мероприятия действительно происходили на территории Чеченской Республики, точнее, вы проводили и на территории Чеченской Республики, и в России, и за рубежом, и в чем заключается их значимость? Важность, я скажу так по-простому. Да. Я знаю, вы выезжали, представляли здесь, там. Да. Давайте, рассказывайте. Да, Юра, торгово-промышленная палаты России, мы подчиняемся, и как бы нас координирует торгово-промышленная палата России в Москве. Перед ними у нас тоже требования. И вот эти показатели, чтобы подняться в рейтинг, это сколько мероприятий мы организовали полезных для бизнеса, сколько деловых миссий, поездок мы осуществили, какие услуги мы выполнили. То есть все это аккумулируется, и мы в общем рейтинг... Это идет в счет. Это идет в счет, да. Даже элементарно на сайте торгово-промышленной палаты сколько инфоповодов в неделю мы публикуем. Это все идет в счет. Поэтому наша одна из задач также проводить полезные для бизнес-сообщества мероприятия, образовательного плана, там, по бизнесу мероприятия. Мы проводим различные полезные для бизнеса мероприятия, как в начале этого года провели бизнес-ифтар, где, так как торгово-промышленная палата является своего рода таким мостом между региональной властью и бизнесменами, мы пригласили наших членов торгово-промышленной палаты, бизнесменов, предпринимателей и представителей власти. Это и вице-премьер-министр экономического и территориального развития, и руководитель таможенной службы по Чеченской Республике. Зам руководителя был управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике, также фонд развития промышленности, фонд поддержки экспорта руководитель был, уполномоченный по защите прав предпринимателей. И наши бизнесмены в такой непринужденной обстановке могли с ними совершить ифтар, поужинать, пообщаться, задать какие-то интересующие вопросы, получить ответ. Познакомиться с друг другом на будущее. Да. Это как бы такой, скажем так, чтобы бизнесмены были ближе, скажем так, с органами власти. И тут следом вот такой тогда вопрос, Юсуп. Вот насколько заметно присутствие
Чеченской торгово-промышленной палаты, ну, в России понятно, за рубежом? Теперь, можно я дальше чуть продолжу, раскрою? Это не одно. Вопрос не забывайте, прошу, Да. прошу. Это одно из мероприятий, которое мы провели. Также было мероприятие по ВЭД со всем миром. Это по внешнеэкономической деятельности. Мы пригласили 8 известных в России различных экспортеров, бизнес-тренеров, которые занимаются внешней торговлей. И они помогали и рассказали нашему бизнес-сообществу о каких-то маршрутах по логистике, о каких-то таможенных услугах, как и что, как правильно оформить, как правильно вести груз в ту или иную страну. То есть тоже такой интересный был А наши форум. бизнесмены понимают это? Конечно, и они приходят. И как они понимают. к этому относятся? Они очень позитивно отзываются о нашей деятельности. Также мы впервые в этом году провели по данной тематике торговля на маркетплейсах. Тоже приехало около 10 крупных Интересно. Торговцев на маркетплейсах со всей России. Там один бизнесмен был с оборотом 6 миллиардов на маркетплейсе. И они провели тренинг для наших маркетплейсников, потому что сейчас такая тенденция идет, развитие есть, это интересная тема. И всем было интересно, все посетили данное И вот мероприятие. мой вопрос. Да. Насколько заметно присутствие торгово-промышленной палаты за рубежом? Я знаю, опять повторяюсь, вы часто бываете за границей. И Петербургский форум, вы там тоже представляли Смотрите, нашу как палату, есть нашу такое республику. Рассказывайте. на английском выражение step by step, шаг за шагом. Да? Мы начинали, я не буду в детали вдаваться, как ТПП при моем руководстве, мы начинали не с нуля, а с минуса. То есть мы ознакомились с работой, мы подготовили квалифицированные кадры, мы раскрыли для себя какие-то услуги, которые мы можем платно для наших бизнесменов и бесплатно организовывать и помогать им. Да? Теперь следующий этап. Следующий этап, у нас уже появился какой-то пул бизнесменов, предпринимателей Чеченской Республики, которые занимаются экспортом, которые вывозят товары на экспорт. Мы с ними тесно общаемся, так как у этого маленького количества экспортеров на сегодняшний день им необходима бумага, документ, сертификат происхождения товара, который выдает как раз-таки торгово-промышленная палата. Сегодня это такие компании, как К-13, Марзо, КСК, Инзари. Известные компании. Да, известные. Не так часто, но они все-таки выходят на экспорт, они экспортируют свои товары на страны СНГ. И теперь задача у меня, как у руководителя ТПП, у нашей команды, так как во многих ТПП по Российской Федерации присутствуют комитеты, я сейчас задался целью создать комитет экспортеров Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики. Что это дает? И что это даст? Да. Отвечая на ваш вопрос. Допустим, у нас 5 экспортеров сегодня. Кто-то экспортирует в Узбекистан, кто-то экспортирует свою продукцию в Турцию. Кстати, хотелось бы упомянуть Чечен-Авто, они Чеборзы экспортировали в Турцию. Да? Раз их продукция востребована в Узбекистане, но у них нет выхода на рынки и потребителей других стран, мы будем помогать и продвигать их продукцию в других странах и других регионах. То есть мы знаем эти 5 экспортеров, мы знаем, его продукция востребована здесь, сюда и сюда, мы ему поможем. Как мы ему это поможем? В Российской Федерации существует сейчас чуть более 50 торговых представителей от Минпромторга России, которые тесно работают с ТПП Российской Федерации и с региональными ТПП. Это люди, которые, в отличие от региональных ТПП, мы работаем как общественная организация на хозрасчете, это люди, которые получают свою зарплату от Минпромторга, которых первая обязанность и в их рабочих компетенций – это продвижение российского производителя на зарубежном рынке. То есть мы знаем, что эта продукция востребована в Узбекистане, значит, примерно она может понравиться и пойдет в Таджикистане или еще где-то. Мы связываемся с торговым представителем, смотрим сначала, есть ли в этой стране торговый представитель, после этого связываемся с ним и говорим, просьба, мы приедем с деловой миссией, нам нужны потребители такой-то, такой-то продукции, мы хотим представить свой продукт, или не приехать, или мы вам пришлем, разошлите им, дайте наш контакт. И это их обязанность
помогать и продвигать отечественного производителя. Вы готовите площадку? Да, как мы готовим получается? площадку, и мы помогаем находить необходимых потребителей в той или иной стране. Также при ТПП есть деловые советы. Они присутствуют более чем в 70 странах. Они относятся непосредственно к ТПП Российской Федерации. Я бы сказал так, можно сказать, по материальной базе, по какой-то ресурсной, возможно, они чуть слабее, чем торговые представители, но они тоже свою работу очень сильно выполняют. И какова роль чеченского ТПП, как вы говорите, развития международных торгово-экономических связей? И продолжая вопрос, я хотел бы спросить, и насколько важен фактор главы Чеченской Республики для экономики региона России, но и мировой экономики? Да. Скажу так. Ломали, используя вашу площадку, я для себя выделил какие-то вопросы, темы, которые я хотел бы не забыть и озвучить здесь. Прошу. Да, относительно вашего вопроса. У нас в республике и вообще у чеченца два сильных фактора, я сказал бы. Первый фактор, основной, это такой феномен Рамзана Ахмадовича Кадырова. И второй, я к нему сейчас вернусь. Да? То есть этот основной фактор, его, скажем так, личный политический вес, он существенно оказывает влияние на экономическую и деловую среду Чеченской Республики, как ресурс для привлечения проектов и ускорения решений. Сильная позиция руководства на федеральном уровне облегчает презентацию Чеченской Республики крупным компаниям российским. Также вот эта возможность быстро решать какие-то вопросы на месте. Да? Для крупного, скажем, инвестора ему важно что? Не только налоговые какие-то льготы, но и так чтобы была земля, водоснабжение, электричество, какие-то, скажем так, согласования и взаимодействия с местными органами власти. Такая система управления в регионе, как поставил Рамзан Ахматович, она намного быстро и эффективно помогает решать любые поставленные задачи. Тем более, когда это касается инвесторов, которые приходят со своими инвестициями в республику, понимая эту важность и получая, как бы, скажем так, сейчас приветствуются, да, инвестиции в республику, и это траектория, которую задал нам наш глава, то есть их вопросы очень быстро и оперативно решаются. К примеру, других регионов, снова же я слышу, что много каких-то бюрократических бывает препятствий. Поэтому также хотелось бы отметить, что вот этот вот ресурс, этот политический вес нашего главы, его надо использовать нашим предпринимателям. Это фора для них. Проявляя интерес к нашему главе, другие страны, регионы, они также проявляют в целом интерес республики. И надо развивать это в экономическом плане. Скажем так, как бы руководство республики открывает двери за рубеж, а мы, как палата, должны проводить через эти двери наш бизнес. Вот я бы хотел пример привести, мы к этому, я думаю, уже придем. Прошу. Я вот был в поездке в Оман, и целая делегация бизнесменов с Татарстана присутствует в Омане, и их руководитель Татарстана, Раис Татарстана. Он заходит, салам алейкум, здоровается, все, и все, запускает своих бизнесменов, и они уже B2B, как говорится, бизнес для бизнеса, они уже там начинают что-то подписывать, о чем-то договариваться. Да, у нас, скажем так, можно сказать, еще молодая республика после всех трагических событий, то, что мы пережили, да, но мы как раз пришли сейчас к этому. Сейчас, вот как я вам сказал, мы создаем комитет экспортеров при ТПП. Это уже 5-6 компаний, которые уже знают, и что экспортировать, и уже у них что-то есть экспортировать. Вот следующую я буду прям стучаться, наше правительство просить следующее, любая официальная делегация в зарубежную страну, чтобы наши экспортеры могли с этой делегацией командой лететь и сразу предлагать свои товары и выходить на эти иностранные рынки. А как вы оцениваете влияние чеченских предпринимателей на российскую экономику в контексте, я подчеркну, международной торговли, и насколько это направление актуально в настоящее время?
Ломали, вы прям своими вопросами мои мысли читаете. Да. Это неплохо, кстати. Прошу. Это еще один такой, как раз-таки это второй фактор нашей республики, который бы я хотел бы упомянуть. Смотрите, на сегодняшний день, как бы то ни было, но есть факт, да, там плюс-минус 300 тысяч наших соотечественников проживает за рубежом. Это одна только Европа, примерно такие статистические данные. Да. Сегодня торговых представителей от России чуть больше, от Минпромторга России, чуть более 50. Наша диаспора за рубежом – это 300 тысяч. Вы понимаете, какую колоссальную работу они могут проделывать в той или иной стране? Какой это потенциал? И наш менталитет нашей нации, да, вообще кавказцев, мы очень связаны с домом. Не говоря уже там, кто-то умрет, погибнет, мы привозим его на свою историческую родину, стараемся, по крайней мере, привезти, чтобы похоронить. У нас очень сильная связка с домом. И все хотят, любая возможность, какой-то бизнес завязать с республикой, с Россией. И вот этот вот потенциал, 300 тысяч, который находится за рубежом, его надо использовать. Его надо использовать. И как раз одной из мыслей сейчас, над чем Торгово-промышленная палата Чеченской Республики работает, это создать еще один комитет, комитет международных предпринимателей, чтобы в этот комитет ходили 1-2 предпринимателя крупных, солидных с Германии, 1-2 с Турции, с Казахстана, с Бельгии, неважно. Создать такой комитет из 50, максимум, ну, и более, там, 100 предпринимателей. Они что нам дают? У них уже налажены контакты. Они могут заводить наших производителей на потребительский рынок Европы, стран СНГ, Ближнего Востока. У них налажены контакты, их знают, у них есть авторитет. Они знают, как работает банковская система, как там устроена торговля. То есть эти механизмы, поверьте мне, эти механизмы, они будут намного больше работать даже, чем торговое представительство Российской Федерации. Это очень сильный ресурс. Его надо правильно использовать, меня спросить. Да? К примеру, у меня кузен проживает в Венгрии. Он заслуженный тренер по борьбе в Венгрии. Двукратный чемпион мира по борьбе, я как пример привожу. Он строит сейчас коттеджи, занимается строительством. Раз в неделю на выходные он борется, спарринги проводит с мэром Будапешта. Вы понимаете уже в его лице, какой у меня, скажем так, ресурс для какого-то диалога, для какого-то бизнеса с той же Венгрией. Неплохой. И поверьте мягко мне, сказать. это только мой личный, скажем, пример. Но из такого уходит большое. Большое. И сколько таких примеров по всему миру, которые мы должны использовать. Также вот этот отток, который уже, жаль нам или нет, проживает за рубежом, да, они также помогают туризму. Все они прилетают домой гостить. У кого-то нет жилья, кто-то останавливается в гостиницах, кушает в ресторанах, привозит с собой своих коллег иностранцев, показать свою культуру и так далее. То есть они тоже повышают такой туристический потенциал республики. И еще добавил бы, помимо туристического, помимо опыта, это люди, которые приезжают и привозят какие-то новые технологии, сферы обслуживания, там, в промышленном секторе, в гостиничном бизнесе, какие-то ноу-хау с собой привозят. Это тоже такой большой потенциал, который наша республика... Мне интересно вас слушать. Да. Ну, честное слово. Ну, Ломали, сами подумайте. Вот я буквально вчера сижу с другом, и мы вспоминаем, 15 лет назад нам приезжали гости, и было 2 более-менее комфортных ресторана, куда можно было гостей завести. Сегодня их как грибов, да, и мы динамично развиваемся. И в заключение тогда такой вопрос, последний вопрос. Да. Хорошо, а как вы тогда действительно оцениваете текущие условия развития бизнеса чеченского на сегодняшний день? Как президент Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики. Ваше мнение? Мы как бы геометрической прогрессией растем.
И последнее, хотелось бы сказать, в завершение. Я упомянул Международный комитет предпринимателей чеченцев за рубежом, да, из предпринимателей за рубежом. И мы в ближайшее время, дай бог, организуем данный комитет и хотим провести такой международный форум и пригласить наших предпринимателей из ближнего и дальнего зарубежья. Я надеюсь, я уверен, это у вас получится. Дай бог. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей работе. Спасибо вам большое. Всегда рад присутствовать на вашей передаче и отвечать на ваши острые и интересные вопросы. Это наша не последняя встреча. Дай бог. Договорились? Договорились. Спасибо. А на сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали. Торгово-промышленная палата в Чеченской Республике есть. Вы знаете, бизнесмены, куда обращаться. И на ваши вопросы вы получите ответы. Я в это верю. Это была программа «Отражение» на телеканале «В войнах». И президент Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики Юсуп Чуликов. И напоследок, дорогие друзья, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.